Вот Байден бросил Афганистан, вы дураки. Трамп и его команда. Да, это счастье вам, что Байден принял такое правильное решение. Чего же погибать? Чужой, за что там погибать-то? Про Афганистан я сказал еще 97-й год, 98-й, 2000-й. Раз 5 я говорил, нам придется признать правительство талибов. Они, американцы, оставили свое выражение. Причем они испугались, такие трусливые, бежать не. Они все сделали специально. Личный состав уехал весь. Сейчас пьют пепси-колу, сидят на пляжах, отдыхают. А все оружие бесплатно досталось боевикам талибам. Вот они его будут использовать, чтобы долго находиться у власти и спровоцировать, возможно, вторжение в нашу Среднюю Азию. Фиаско, которое превратилось в позорное бегство. Я бы вот сейчас совсем нельзя глобально оценивать эту ситуацию. Это то, что мы видим. Вы видите, я вижу это, ну, кое-какую еще информацию имею. Это фиаско, и иначе быть не могло. Не было и не будет той силы, которая победила бы Афганистан, поставила на колени. Никогда этого в истории не было, говорю вам как историк. Да и все люди это знают. И мы вляпались в свое время, Советский Союз, Маша. Это не то, что Соединенные Штаты за десятки тысяч километров. А вот талибы закрывают школы. С точки зрения остаться у власти, правильная позиция. Женщин дома сидеть, телевизоры, кувалды разбить. То есть никакого влияния на население и никакого образования. Они не знают даже, что они могут иметь образование. И подчиненность, шариат, средневековое судебное уложение религиозное. Вот они правильно делают с их позицией. Конечно, это варварство. Но чтобы устоять у власти 20-30 лет, им не нужно образованное население. В чрезвычайном заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций, собравшимся после захвата запрещенной в России террористической группировкой «Талибан» Кабула, отметили, что необходимо действовать сообща и гарантировать соблюдение основных прав человека в стране. И никогда никакое правительство прозападное не удержится в Афганистане. Как не удержался даже шах Ирана Реза Пехлеви, прозападный. То есть все прозападное в Азии глохнет. Афганистан не должен стать раем для террористов. Это главное, чего необходимо придерживаться при любом будущем политическом решении в Афганистане. Мы надеемся, что талибы выполнят свои обязательства и полностью порвут с террористическими организациями. И теперь обозленные талибы, ибо 20 лет им не давали власти, но дали оружие и деньги дают. Смотрите, как деньги дают хитро. Мы не позволим иметь там, помогать финансово правительству, если там будут нарушения прав человека. А дают сейчас, пока правительство не сформировано. Никто не обвинит Евросоюз. Мы не поддерживаем талибов. Мы дали деньги, когда ушло прежнее правительство, а новое не сформировано. Мы дали деньги афганскому народу, но кто получит? Канцлер Германии Ангела Меркель назвала происходящее в Кабуле события горькими не только для самих афганцев, но и для немцев, тех, кто последние 20 лет в составе контингента НАТО боролись против терроризма в стране. В конце концов, мы находимся в Афганистане почти 20 лет, и за это время мы не достигли наших целей, поэтому следует сказать, что это была неудачная попытка, и да, необходимо извлечь уроки. Проблемы, с которыми регион сталкивается сейчас, могут быть решены только при поддержке Пакистана. У Пакистана есть важная обязанность по установлению мира и стабильности в Афганистане, где происходит эскалация насилия. Это единственный способ развеять опасения, что растущая нестабильность в регионе может спровоцировать новую волну миграции. Конечно, Байден об этом вчера и сказал. Китай, Синьцзян-Уйгурский этот район, где мусульман немало, Китай главный враг для Америки, надо давить с Афганистана. Место удобное. Россию подогревать через Центральную Азию. Место удобное не только Россию, но и нам хватит этой беды. Вы видите, сколько афганцев сейчас пошло через территорию Беларуси, вон, Польшу, Литву. Поляки уже предложили объявить чрезвычайное положение в приграничных районах. Миллионы беженцев находятся в Пакистане в течение последних 3 или 4 десятилетий, и миллионы находятся в Турции. Это показывает, что у наших стран и людей большие сердца.
Люди, оказавшиеся в бедственном положении, снова будут приняты дорогой для нашей экономики ценой. Показали миру, который строит стены против беженцев, что мораль с нами. Мы с Таджикистаном союзники в рамках договора о коллективной безопасности. У нас там военные базы есть. И если будет нападение на Таджикистан, конечно, это будет немедленно предметом рассмотрения в ОДКБ. Постпред России в ООН Василий Небензи отметил, что террористы могут проникать в сопредельные государства под видом мигрантов. Это создает дополнительные проблемы для соседей Афганистана, включая Таджикистан, Узбекистан, Иран и Пакистан. Что касается наших дальнейших шагов, официальных шагов в отношении талибов, то мы будем определяться с этими шагами в зависимости от развития ситуации и их конкретных действий. Президент Путин в последние дни общался подробно по телефону с лидерами Таджикистана и Узбекистана, в том числе и прежде всего на эту тему. Так что мы, конечно же, свои обязательства будем выполнять. Но тут кто-то спрашивал, где-то я читал или по телевизору слышал, будем ли мы вводить войска в Афганистан. Я считаю, что это, по-моему, ответ очевиден. Глава Чечни Рамзан Кадыров в прямом эфире в Инстаграм он заявил, что соседним государствам надо быть начеку. Американский проект был Бен Ладен, американский проект и талибы тоже. Поэтому нам, нашим союзным государствам, надо укреплять границы, готовиться к худшему. Не заинтересованы в том, чтобы там был хаос. И не только потому, что мы не хотим его перелива в соседние союзные нам страны, но и просто потому, что мы хотим самого настоящего добра афганскому народу и заинтересованы в том, чтобы эти дружественные нам люди жили мирно и в обществе, которое развивается стабильно, без каких-либо угроз терроризма. Афганистан может стать убежищем для террористов, заявил французский президент Эммануэль Макрон. И в борьбе с этой проблемой необходимо объединиться. Принимать меры нужно немедленно. Афганистан не должен вновь стать убежищем террористов, каким он был раньше. Это угрожает миру, международной стабильности в борьбе с общим врагом, терроризмом и теми, кто его поддерживает. Мы сделаем все возможное, чтобы Россия, Соединенные Штаты и Европа могли эффективно сотрудничать, потому что наши интересы совпадают. Нам ни в коем случае нельзя на это отвлекаться. Нам надо думать о глубине. И вы правильно сказали. Я в свое время, первый раз высказываясь об этом, и президентом об этом сказал своим коллегам: ребята, давайте не будем на это отвлекаться. Давайте будем думать о том, что американцы не глупые люди, и они могут сыграть в долгую.